Devam etimiz hürmetli dostlar. Rusya'da böyle bir güzel bayram günü kaydedilmekte. Yani juristler, adliyeciler, hukukçular, hukukşünaslar. Yok, bu endi başka bir mevzu. Sen endi o'zing böyle vazifelerini uydurmağa başladın. Yaxşı. Demek, buna böyle bir zenat günü kaydetili hürmetli dostlar. Bu endi yayınımızın başında sizge tarif etken edik. Tamam, studiyamızda bu hafta da açıkça laf edecekmiz, çünkü studiyamızga kelgen musafirimiz vardır ve elbette keliniz tanış olayıq. Evet, bu zenat hakkında bizim musafirimiz tarif edecek. Studiyamızda Ayşe Усманова, hukukçu. Селам алейкум. Селям алейкум. Как настроение, как началось ваше утро? Замечательно. Очень рада сегодня быть у вас в гостях. Утро началось с лимонного чая. Заряд витамина С. Это нужная вещь. В первую очередь хотим вас поздравить с профессиональным праздником. Сегодня в России отмечается День юриста. И хотели бы узнать, как вы пришли в эту профессию, как решили стать юристом. Наверное, никогда не хотела быть юристом, не было прям такой мечты. Когда я заканчивала школу, у меня были совсем другие идеи и взгляды. Но получилось так, что я попала в юридический. Ну, не попала, я преднамеренно туда поступила. И после первой же лекции по юридической дисциплине я вдруг поняла, насколько это интересная профессия и как мне хочется этим заниматься. Чей это был выбор профессии? Это был мой выбор. Спасибо родителям за то, что поддержали. Они поддерживали всегда любой мой выбор. И вот с их поддержкой, с их помощью вот все получилось. Я помню время, когда мне советовали не идти на юридический. Мне говорили, сейчас очень много юристов, ты не найдешь работу, не будешь работать, останешься безработным. На самом деле очень востребованная и престижная профессия, и я не пожалела, что сделала такой выбор. Расскажите все-таки нам, в чем заключается работа юриста? Юридическая специальность, она настолько широкопрофильная, что юрист может выбрать для себя любое направление деятельности. Это начиная от юристов в организациях, заканчивая нотариусами, адвокатами, судьями, прокурорами. Это все юристы. Общая их цель – это защита прав человека, гражданина, организации, публично-правовых субъектов. А в широком смысле это соблюдение режима законности на территории государства, его поддержание. Что ближе вам по душе? Помощь людям. Это вот мы сейчас хотелось бы уточнить. Частная практика или работа адвокат, нотариус? В дальнейшем хотелось бы развиваться как частно практикующий юрист. Мой опыт работы – это юрист в государственном учреждении, так скажем, в органе местного самоуправления. 4 года это была такая практика очень хорошая для меня, где я всему научилась благодаря своему непосредственному руководителю. Все-таки вот на тот момент это мои интересы, это государственно-правовое регулирование. То есть муниципальное право, конституционное. Я вот честно признаюсь, я вообще не силен в области юридической, да, вот и поэтому хотелось бы все-таки уточнить, это все вот каждый день новые законы, каждый день что-то новое. Как это все запоминать, как это все регулировать, вот это, как сохранять закон, следить за ним? Ну вот поэтому, наверное, юристы, нет такого юриста, который будет разбираться во всех сферах юриспруденции. Каждый юрист, он специализируется в определенной сфере, семейная, гражданская. Даже гражданская настолько обширная, что его делят на блоки. И если заниматься отдельно специализированной отраслью, то можно и отслеживать изменения законодательства. А кроме законов, это указы президента, постановления правительства, законы Республики Крым, муниципальные акты, судебные практика, что очень важно. Поэтому... Тут лекция началась, я ухожу, я обычно в такие моменты засыпаю. Но на самом деле это слишком много. Это много. Ну, в этом наша работа. Юрист не должен знать все, юрист должен знать, где это найти, как этим воспользоваться, как это интерпретировать. Поэтому... Наверняка много бумажной волокиты.
Много, потому что вся работа на бумагах. Это договоры, иски, запросы, претензии, заявления, ходатайства. Все это на бумагах, хотя сейчас предпринимаются все меры для автоматизации этого процесса, информатизации, переведения в электронный формат, в том числе и правосудия. Ну, пока вот от бумаг уйти не совсем получается. Все, что не написано на бумаге, не существует, наверное, да. Девиз. Незнание не освобождает от ответственности. Вот эта вот фраза, она, по-моему, чаще всего звучит от представителей власти, от представителей закона. Вот хотелось бы об этом тоже поговорить. Так все-таки нужно ли людям что-то знать? То есть нужно ли учить вот эту судебную вот, практику, закон, ну точнее, вот именно как с профессиональной точки зрения заходить? Конечно, каждый человек обязан знать свои права и исполнять свои обязанности. Для этого достаточно прочитать Конституцию, она небольшая, у нас как бы глава 2 Конституции, права и обязанности человека. Все должны знать. Судебная практика, возможно, обычные люди должны читать постановления пленумов, потому что у них даются разъяснения о порядке применения той или иной юридической нормы. Так как периодически читаешь закон, и ты можешь интерпретировать его по-своему, а взгляд суда на это совсем другой. Вот сейчас фильм вспомнил «Законопослушный гражданин» просто. Вот Хороший. может, да? Вот, кстати, вот с человеком как раз об этом можно поговорить. Вот насчет того, что человек сам себя защитить может, вот все-таки, или все-таки нужен вот профессионал, то есть человек, который знает закон полностью. Смотря в какой сфере. Вот исходя из этого, из того, что он должен ли изучать человек вот закон так, чтобы потом суметь себя защитить? Все же нужно обратиться к профессионалу, чтобы потом не заплатить дважды, так сказать. Апелляционные жалобы, они намного сложнее потом, если проиграть в суде первой инстанции. Поэтому лучше обратиться к профессионалу и вот человеку, знающему свое дело. Вот Али упомянул один очень популярный фильм. Вот все мы любим смотреть голливудские фильмы и очень сильно запоминаем то, о чем там говорится. И там часто встречается такое, что главный герой, он отказывается от адвоката и хочет сам защищать себя в суде. Есть ли такая практика и у нас? И возможно ли это? Конечно, возможно, если человек сам обладает юридическим образованием. То есть любой может сам себя защищать в суде? В простых правоотношениях, ну, как относительно простых, да, семейное право, например, конечно, человек может обойтись без помощи защитника. В семейных правоотношениях человек сам может рассказать все лучше, чем его юрист. Но там, где идет уже более такие сложные дела, там лучше прибегнуть к помощи специалиста. Все-таки будем более реалистичными, да? Отойдем от вот этих фильмов, от фантазии. Много чего показывает. Да. Что самое главное в профессии юриста? Давайте поговорим о вечном, да, так пофилософствуем. Вот если пофилософствовать, я все-таки хотела бы сказать о моральных качествах юриста. Вот был такой российский юрист, знаменитый Анатолий Федорович Кони, и его жизненная такая цитата, фраза, да, высказывание: «Я прожил жизнь так, что мне не за что краснеть». Вот эта фраза, она должна быть как путеводной звездой не только у каждого юриста, но и у каждого человека. Вот Анатолий Федорович, он был известен тем, что принимал очень справедливые решения, он был прекрасным судебным оратором и относился к людям вот по принципу справедливости и гуманизма. И поэтому вот это главное для юриста. Никогда не забывать про моральные ценности. Но все же, мне кажется, бывают разные ситуации. Это в том числе и конфликт интересов, когда, допустим, адвокат, мало ли кого он защищает. Бывают разные люди, и бывает такое, что он сам знает, что защищает человека, который провинился. Да, но все же это его работа, и он вынужден делать свое дело. Да. Трудности, да? Вот как раз о трудностях вот, можно поговорить. Вот это и есть сложно, это и есть сложно в работе юриста. Работа с людьми, ну и часто даже не тот человек, которого ты защищаешь, а твой оппонент может недобросовестно использовать свое процессуальное положение и просто тебя эмоционально выматывать. В этом плане, конечно, важно... Еще и психологически сильным быть? Конечно, это очень сложно. Но профессионализм в том и заключается, чтобы свои эмоции скрывать и вести себя сдержанно и культурно. А трудно ли юристу сдерживать свои эмоции? И вообще, каким должен быть
эмоциональные проявления, они приветствуются или наоборот не приветствуются в этом деле? В суде периодически можно всплакнуть. Всплакнуть? Да нет, на самом деле сдерживать эмоции не так сложно, как не переносить это потом на быт, на свою семью, потому что ты приходишь с работы, и тяжело вот оставить те проблемы там, за стеной, вот постоянно ты об этом думаешь. Вот поэтому я бы, наверное, не смогла быть судьей, потому что вот эти вот решения сложные, которые они принимают, я бы приходила домой и постоянно думала, а 15 лет это немного, вот, поэтому... Странно было бы, если бы вы приходили домой и такая, 15 лет, мало же вроде, да? Надо было больше. Но тем не менее, позитивные стороны в работе есть? Конечно, это престижность. Это престижность. Это для себя, вот эти вот знания, они всегда помогают, это безусловно. Помочь где-то своим же родным, это бесценно, бесценно. Часто звонят родственники? Часто друзья с фразой «ты же юрист», одним словом. Тут оповещение какое-то пришло, письмо какое-то. Да, почитай. Добавить в черный список. Нет, я всегда помогаю, и вот знаете, вот это, наверное, моя такая, не знаю, положительная или отрицательная черта. Я никогда не отказываюсь от бесплатной помощи. Даже если это не мои друзья и знакомые, а просто человек. Для меня это опыт. Я все равно возьмусь за любую ситуацию, потому что, во-первых, у людей бывают сложные жизненные ситуации. У всех бывает такое, что нет финансов, но вот проблемы с законом, проблемы правового характера. И вот куда бежать? Это просто безысходность, и я никогда не против, чтобы помочь. Опять же, для меня это опыт, потому что, прочитав какую-то норму, ты ее не запомнишь, ты ее не усвоишь так, как применив ее на практике к конкретной жизненной ситуации. В человеке главное человек. Да. Да. Что бы вы пожелали сегодня всем коллегам, всем телезрителям? Я бы пожелала, вот как вы и сказали, оставаться человеком, юристом, моим коллегам, терпения и всех благ, развития внутреннего и вот морального и умственного, чтобы все получалось и выигрывать все суды. Если это справедливо. Да. Конечно. Мы вам тоже желаем успехов в работе, успехов, ну и, конечно же, еще раз с профессиональным днем. Çok sağ olunuz. Siz de çok sağ olunuz. Böyle etip sübetimiz sonuna geldi, sayılı dostlar. İşte mana hukukçu Zenat'ның incelikleri hakkında musafirimiz bizge tarif etti. Elbette yayınımızın ise devam etemiz. Nefbeteki kısmımızın beraberlikte seyretemiz. Sonra ise stüdyoda karşılaşacağımız.